Ырыгаш хаклы радио итлегенемер. Паян 2022 жылғы юбау ехен вуниккемеше. Таллин, Чувашла галашайт. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 октября 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Ага чынчын керхи күнсемши трэштенде шавунбах тайыбир сирия хамыр енжен панызымаха пурнашластесей халық Йыла ергесембе чываштан жебе шыхынны остолла хебе малалла палаштарашын. Шаунбах пирін баянхи кыларымра керуе хесем авалхи чываш халық пурна жинже мілле уйрылса дыныне, тада мін білде рышлі жинжен кала жыбыр. Шаунбегей кергунебе чываш халахен мілле уявзем шыхынны. Тада мін бірге ана ізене шамбек анлан уявлана. Йыла ергесене аза елдерні май, чываш халық юрезембе де келенме манма бар. Паян кыларымра хына юрезем шыранеш, янареш. Новый выпуск передачи выходит, когда небо уже задышало осенью, солнце все реже нас радует своим теплом, а окружающий мир становится более прозрачным. Воздух становится все свежее и напоминает, что недалек тот день, когда в наши двери постучится зима. Сегодня же мы предлагаем поговорить вам о том, что издавна прочно связано с чувашским народным календарем, а именно с тем, что важно для осенних месяцев года. Как эти самые осенние дни связывают нас с различными народными традициями. А именно, в основном наш разговор свяжет со временем сильных семейных связей, когда чувашские семьи тесно общались между собой, ходили друг к другу в гости, справляли различные обряды и молились. Мы уже упоминали, что, как и у финно-угорских народов, осенние месяцы восходят к восхвалению природы, которая, если щедра на урожай, то и в будущее человек смотрит с большой надеждой. Также осень – это время, когда люди обращались к духам предков для того, чтобы они их поддержали в любых начинаниях. И это было связано с давнего времени сохранившимися традициями. Эти традиции тесно связаны со всем родом, семьей, различными обрядовыми праздниками, которые в последнее время находят большое распространение среди чувашей как в деревенской местности, так и в городах. Самой главной из традиций, связанной с обрядом знакомства с новым урожаем, хорошо иллюстрирует праздник. Это дни обряда осеннего пива. Надо отметить то, что в различных уголках огромной территории России, где проживает чувашская диаспора, сегодня возрождаются эти традиции, которые живут в виде приготовления различных традиционных блюд, соблюдения обрядовых традиций. Украшением же нашей передачи сегодня послужат старинные гостевые песни в исполнении популярных современных певцов и артистов. Йыла ерге шинжен калашматыдынны ченех малдан ебір әмір каяллах пирынхалық тәрлі өненевзембе кызыкланныне була, тыван енрен ют шыржыван ышчахи йыла ерге пуянлыхне тіпчеме келіне жинжен калазабарас шуғышпор. Шаунбах паян калажура тілмеле шин ятне азайлешін, кувал дюлами сарош. Вол пинде сагырвын вишеміш шулда, венгринже сакч ятлы хулара журалныскер. Америкары Нью-Йорк хулинже пинде дохыршыр аллы шитчіміш шулда шірегенескер. Тірсібе выл пирінжен чынжын тәслях пулмаллах. Мінжіндесен шак венгар халық ешінжен тухна ысчах, тірек халық есенбе кызыкланна гнамар, візен күн жүлізене тіпчене, халық пулдарулықне пуштарна. Пәрбір халық пурна жібе йыла ергене, культурине, чілгене тіпчегене булна. Этнография енебе дырышна. Выл венгрире музей ішлегене булна. Пинде дохыршыр тваттамыш, пинде дохыршыр ултамыш шулзенжевал Константинопольде туркызен чілгене веренне. Пинде дохыршыр ултамыш шулги кергунерен пушлаза, пинде дохыршыр саккырмыш шулги нарыс уйхенженех, хузан тада чымбір кибернесенже тіпчев ішне пушлазаяна. Тіпті леве онын чываш чілгене веренесі, халық пулдаруллахибе тада әліхитін бес Шихынна йыла ергесене тіпчесі, тада шырза елесі. Халық пурна жын енесен пахалықне тада культурибе паллажасы. Кутыпте Венгрий комитежен халық есем хушинде хвелтуғыш тада вада аженде тіптеген пая ирік паныбе пурнышланна.
Шак шул жүреврен таврынзан дюла Мисарош пинде дохоршар сакырмы шулхи шуйохен ширинбилік мәжінде, Венгри Ослолық академиян ларымінде хойн әжізембе пәдімлетсе пілдерне. Шак әшвал адал тархынди чавашсембе тударзем хушинже ятлыскер венгр челхибе этнография вунда хармаш пидет каларменже пидет лензе духать. Хевел духаш тада вода Азиян халық күнжүлін тапхерезенже челхизенже авалхи халықсен культуризенже халық пурнашын енезене тіптеген бұрыспайын хыбарызен бара, пинде дұхыршыр тұхырмыш шулын ага уйығынже шак пілдереве тұхырмыш пайынже бұрыслагыларына. Шубашкарда шак кенеген піреміш пайы иге биннеміш шулда күжарса тухна. Купирым валеттыван чілге әліхи тәне ела ерге жинжен пәлі илмели, месле ценжен, паға тісліхізенжен пірі бұлзадана. Перед тем, как мы перейдем к теме осенних праздников, хотелось бы вспомнить удивительного ученого, который, несмотря на то, что был выходцем из совсем другой культуры, сумел собрать богатейший материал, который был связан с молениями и с обрядами чувашского народа. 2000 год в Чувашии ознаменовался интересным событием. Переведен и выпущен осуществленный Чувашским институтом гуманитарных наук перевод первого тома книги Дюлы Мисарош, сборник чувашского фольклора «Памятники старой чувашской веры», который был издан впервые в Будапеште в 1909 году объема в 471 страницу. Мисарош Дюла родился в Австро-Венгрии, в городе Сакч в 1883 году, скончался в Нью-Йорке в 1957 году. Он венгерский тюрколог, фольклорист, этнограф, музейный работник. В 1904-1906 годах он в Константинополе изучал турецкий язык, а с осени 1906 года по февраль 1908 года Дюла Мисарош находился в научной командировке в Казанской и Симбирской губерниях с целью изучения чувашского языка, фольклора и этнографии. Командировка ему была предоставлена Венгерским комитетом Международного общества Средней и Восточной Азии под названием «Среди чувашей и татар Поволжья». На заседании Венгерской академии наук был напечатан отчет и опубликован на венгерском языке в журнале «Этнография» в 1908 году в номере 19. В апреле 1909 года эту работу также опубликовали на русском языке в известиях Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях.
Хыйын шул жүревен тіп тіллевне вол подемлетсе шагымбек ыландарай. Пинде дохыршыр ултымышылда Венгрий комитеже венгерзем вали пілдерішлі, чывашхалық чілге филологине тіптеме, она адылтырықне ярай. Тірлі жерде пұрнаган чывашсен падынче, май пулнадаран нумайра халық пулдарулық тіслігізіне бұштарма. Тілін мелли пиреншін чываш варынжен тухна шинземшін, шагында пыданза юлайд. Дюлами сарош пирен халық ела ергене лайхрах ұнланас тезе. Хойын шул жүревне чываш чілгене вреннен бұшлайд. Вол анатри, тада верял тури, чывашсен чілген майзене вренейд. Вол ширна кенегене вуланы май, онланма булайд. Міле юратса тада перегетлі мылкашны сымахада, юрада, юмахада ширзаилна. Шул жүреве вол хузандан бұшланы. Учительзене хадырлеген семинарий ревене гензен шамрыгезенжен вол чываш чілгене вренмедыдынайд. Анжақта тудар чілге пирін чілге адаланымне худшынныне туйзаилны бірге тудар чілгене де врензе жидеть. Хой каланы дырық шул дырышы бех тіпчеве вішлезе тыван ене таврынны ченек тудар чілгебе вол анлын узы курайд. Хузанда дюлами сарош пинде дығыршыр шитчімі шулге шу көнезем шидеченек пұрнайд. Увығы трай шулзем асфальт сарны ешізем пулман бәтха. Шаунбахынды шулзем типсе шидесе кетмедевня. Анжақта пулдарулы тіптевші вғыда ағалек сая ямаст. Хузанран шитмәлбілік шухрымра вырдаган түбен корса ялне каза хыйын тудар чілхи сымақ сарне тулдаратте, тудар халық пулдарулық меследжізене, тісліхізене ширзайлет, тудар келлизене бұштарайд. Хузандан был чымбір кіберненже таяба ялне адылбанад. Ку ял анатри чывашсен калажыве вырыненже варринжех вырдайд. Чылгере кунда вирял чывашызенжен танлаштарсан, әлі хит чылге майызем ытлара хупранса юлна. Осенью 1906 года я был командирован Венгерским комитетом на Волгу с целью изучения столь важного для венгерской филологии чувашского языка и народа, говорящего на этом языке, главным же образом для собирания чувашского лексического материала на, возможно, более обширной территории. Для необходимых подготовительных работ я сначала поселился в Казани, где и прожил до весны 1907 года, пока дороги в Поволжье стали доступны, и я смог покинуть зимние квартиры и познакомиться с чувашами в их собственных жилищах. Изучение чувашского языка я начал уже в Казани, занимаясь с учениками тамошней учительской семинарии грамматикой, записями слов и чтениями текстов. По мере того, как подвигались занятия, все более выяснялась необходимость ближе ознакомиться с языком приволжских татар, тем более, что чувашский язык в продолжении столетий находился под его влиянием. Оно продолжается и поныне. Так что без знания татарского языка невозможно основательно изучать чувашский. Итак, еще в Казани я принялся за записи и изучение татарского языка и освоился как с разговорным, так и с литературным языком. До конца путешествия я не прерывал сношений с татарами. Для завершения моих занятий и записей по татарскому языку я отправился ранней весной в татарскую деревню Тюбен-Карса в 75 верстах от Казани и провел там 1,5 месяца. В продолжении этого времени я дополнил материал для словаря и собрал много образцов народной поэзии, татарских суеверий и формул заклинаний. Отсюда через Казань я направился вниз по Волге, в область распространения чувашского языка, в деревню Симбирской губернии Тайба-Таушева. Она лежит приблизительно в центре южно-чувашского диалекта Анатри, главным образом того наречия, которое выработалось в литературный язык чувашей. И по сравнению с северо-чувашским диалектом вирьял в наиболее чистом виде сохранила первобытные особенности. Керхи кунзембиши гынса трагану яв, вол шара жебе, эдем тура тавдуса кельдунубе шиганна, она чуклеме деня.
Ку йыла ергезем шайынже шемье, кил журтпа, шихыннылла руда бур. Шутшандалык вăхăчепе шихынна. Пірлежесі, вилне жинзене келдуза азынасы йылара булнышкеға. Халя дешак ерге манажа духман берін. Ваттызен күнінже родитель десечінеші кукуна анатричевашсе. Мунжа хутса, пурде шывынза тухса азынасы хальхи күнзенженде йылара юлна. Чывашын эрне күнеземде уйық ядеземде хой хурымлы. Візем халде әліхи йыла ергери күнзен пілдері жіпе шихынза юлна. Чугуйохе керен юлашки уйхе. Чугуйхенде ураба тварса шуна гүлні. Шыне юршиен шуна жүлі ушна. Ішчен жываш шу күнеченех шуна таврашне тербелесе хуна. Шуна жүлі ушма тұқсан бара хиріш пуландыван кузен шуны шуна бек. Урожен хересен арти бектесе пықса савынзаданы. В ноябре чуваши проводят праздник благодарения за выращенный урожай чуклеме. Само моление чук дало название месяцу ноябрь, и он в чувашском народном календаре так и известен по сю пору, как месяц чук. Шеня дырра киветме десе чуваш хрещения хурындаш ратнезене йығырза келні. Тыван педене керегене лартна. Бара алыран алла күш сабырса чуклеме күрки, керегере шавырнма бұшлана. Хура шырбе квабаран шиғынны шырыштене, тінде хуши тегіс тынышын, шырға крижиде тәслі тырбул шуратса панышын, шутшандалық турра тавдуза чуклене, ял ежа, хурындыш орава, килдіреже тебе тытса дынышын йохару пүжізене, кереге умне лартса пуш шаптарна. Үрі хужа шыне тыры шербедінжен туны хоймалы да хымлалы сыра кларсалартна. Кереге пүжі турыба батша ташламине пушлана, чуклеме пүжіш такмак шаптарна. Именно осенью чуваши совершали чуклеме. Обряд освящения нового урожая, жертвоприношение духом природы, умершим предкам, сопровождавшееся угощением всех сородичей. Глубокой осенью, после завершения молодьбы, чувашские крестьяне тщательно сортировали, распределяли зерно, и старшая в доме женщина затевала солод, проращивала зерна, затем солод свозился для просушки в общественную солодовню. Мельница завершала долгий и подчас очень рискованный путь хлебного зерна. С мельницы крестьянин возвращался с чувством огромного удовлетворения, преисполненной гордости за итоги своего нелегкого круглогодичного труда. Готовясь к обряду чуклеме, хозяйка варила пиво из нового солода. На подготовку солода требовалось около 2 недель. Варка сусла занимала 1,5–2 суток. Готовое сусло разливали в дубовые бочки и ставили в погреба. Там оно бродило 3–4 дня. Накануне чуклеме с вечера хозяйка творила тесто, а утром замешивала. Пока топилась печь, тесто поднималось. Хозяйка брала тесто из квашни и начинала формовать хлеба. Шагымбек хила ергезине тәплен шырзаилна дейінді дюлами сарош тури тада анатри чывашсен бадынче. Ибір сере шак кенегине тупса буламасы нетпір. Унын яджы памятники старой чувашской веры. Езирунда әмірзембе пуштарны тілмелле халық пулдарулық не тубаядыр. Именно такого типа традиции сказки, предания, заклинания интересовали тюрколога Дюлами Сарош в Чувашии среди чувашей как верховых, так и низовых. Если вам удастся найти эту книгу «Памятники старой чувашской веры», советуем вам не упустить эту возможность и познакомиться с ее содержанием. Шагынбай бир паянхи кларма вишлетпер. Сиренбе малашне детель буласа шанатпар, пиренкларыма езер ағал жүхнехи беге хынықна вағыт трайтлеме бұлдарадыр. Кукларыма хадырлегенезем Ираида Захарова, тада Ингрид Янс, сазы режиссёре Ерце Бараганя Ираида Захарова, юрызене Виталий Адюков юрлать.
На этом мы с вами прощаемся до следующих встреч в эфире. Следующую передачу вы сможете послушать в привычное время. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова. В передаче использованы песни, которые исполняет Виталий Адюков. Hazırla bir